К одной из главных проблем современности можно отнести ситуацию на дорогах. Сводки ГИБДД чуть ли не ежедневно пополняются все новыми авариями. Игнорируя правила дорожного движения, виновники ДТП рискуют как своими, так и чужими жизнями. Из числа самых последних ДТП наезд на велосипедистов в Карабулаке. На видео отчетливо видно, что грубо нарушены правила дорожного движения. Мальчик сейчас в больнице с тяжелыми травмами. Со стороны ребенка также было нарушение. Ребенок приезжал в перекресток на велосипеде, на красный сигнал светофора для себя, и его сбила машина. Машина ехала на свой зеленый свет. Но, к сожалению, у водителя данного транспортного средства были сопутствующие нарушения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, не имел права управления, у него не было вообще водительских прав. И также он скрылся с места ДТП. На фоне таких случаев и многочисленных нарушений едва ли заметишь примерных водителей, которые, даже не нарушая, не могут быть уверены в том, что смогут избежать ДТП. Захари Калоев за рулем более 40 лет и не перестает удивляться беспорядку, который царит на ингушских дорогах. Сохлел машину, правила соблюдать, да. Правила соблюдать, нет того, аварии худят, сам худят, чига и ягод. Выполнять требования, так далее, алхамдулилlah. Нарушение есть судачи, захлят машины, молодежи, харсалил, нарушают правила дорожного движения, тестью машины. Вот поэтому у нас аварии. Как показывает практика, основные причины аварий в нашей республике не меняются. Это превышение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения. К сожалению, эти две категории, которые нам сегодня дают рост аварийной ситуации на дорогах республики, тяжесть последствий и погибших людей. Также, конечно, акцентируется внимание на неиспользовании ремней безопасности, перевозка детей в недетских удерживающих устройствах, также наши юные пешеходы и наши взрослые пешеходы. В ГИБДД приводит печальную статистику дорожно-транспортных происшествий за последние 7 месяцев. Цифры могли быть куда меньше, отмечают сотрудники госавтоинспекции, если бы водители элементарно пристегивались, садясь за руль. На сегодняшний день у нас зарегистрировано 131 дорожно-транспортное происшествие. К сожалению, 30 человек у нас погибло, и 232 у нас получили ранения различной степени тяжести. На сегодняшний день, конечно, ситуация аварийности остается желать лучше, так как сегодня у нас гибнут и калечатся наши близкие, родные люди. Инспекторы в который раз призывают участников дорожного движения соблюдать правила и просят уважительнее относиться друг к другу, руководствуясь простым правилом: тише едешь, дальше будешь. Микаил Тангиев, Хабзат Холухоев, Новости 24.